Новая блочно-модульная котельная в селе Богатырево появится в следующем году. Об этом стало известно во время визита Олега Николаева в Цивильский район. В Рио главы Чувашии провел там также совещание по вопросам социально-экономического развития муниципалитета. Рабочая поездка Олега Николаева началась с посещения фабрики межкомнатных дверей. Ее продукция экспортируется в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Руководитель региона отметил, что компания достойно представляет нашу республику на мировом рынке. Затем Олег Николаев направился в село Богатырево. Местная котельная построена еще в 1963 году. 90% оборудования уже изношено. Глава сельского поселения сообщил, оставшейся мощности хватит, чтобы перезимовать. Но температура в помещениях будет не выше 11 градусов. Это недопустимо, так как котельная обслуживает школу. Олег Николаев поручил в течение 2 недель отработать все возможные варианты, чтобы ученики провели зиму в тепле. Программой социально-экономического развития республики для муниципалитета предусмотрены большие проекты. По словам главы администрации района Сергея Беккера, миллиарды рублей проплывают мимо района. Он предложил построить Чувашский Свияжск – исторический этнокультурный центр с ярмаркой, этнической деревней и ремесленными двориками. Также отметил, что главной задачей является улучшение жизни цивилян. Необходимы новые больницы, школы. Сергей Беккер подчеркнул, что Цивильск находится на пересечении 3 дорог. Он предложил построить агропромышленный парк рядом с трассой М7, который позволит организовать в одном месте хранение, логистику и реализацию сельхозпродукции. Но для начала необходимо решить проблему скопления мусора. Свалка уже практически заполнена. Администрация Цивильского района предлагает рассмотреть план строительства современного мусоросортировочного завода с первичной переработкой на территории в 5 гектар, которые прилегают к ныне существующей свалке. В Рио главы Чувашии напомнил, что окончательный вариант комплексной программы развития республики на следующей неделе будет представлен на заседании Высшего экономического совета, после чего документ направят на обсуждение в Госсовет Чувашии. В ходе разработки данной программы мы активно включали население. То есть прежде всего на уровне экспертов, отраслевых экспертов, а их было несколько сотен человек. Ну и, конечно же, принимали предложения любого человека, который был неравнодушен к будущему Чувашской республики. Екатерина Данилова, Никита Углев, Вести Чувашия.